В прямом эфире новости Татарстана. Здравствуйте. В студии Даяна Саитова. И в начале коротко о главных темах выпуска. Открытие зимней универсиады в Красноярске. И сейчас мы видим, как первый рекорд универсиады, которая начинается прямо сейчас на наших с вами глазах. Кто представит на студенческих играх республику, расскажет Салават Мухаммадулян. Счета нулевые, а долги миллионные. Мы хотим платить, за коммунальные услуги, а у нас не берут эти деньги. Почему в Нижнекамске не могут заплатить за квартиры, выяснял Рамиль Галиулян. Открытие новых национальных парков и обновленные правила эксплуатации заповедников. Буквально пару дней назад пару лосей приходило, до самых домов заповедника доходило. Как к таким изменениям относятся сотрудники охраняемых природных зон, расскажет Ленар Гинатуллин. Первая в истории страны зимняя и вторая после Казани. Сегодня в Красноярске открылась зимняя универсиада-2019. За ее медали поборются и 25 татарстанцев. Сегодня на открытие приехал и Владимир Путин. Нашу республику, кроме спортсменов, представляет делегация во главе с Рустамом Миннихановым. Салават Мухаммадуллин о первых впечатлениях и эмоциях. Зима, снег и Енисей – практически самый центр России. Это Красноярск, столица 29-й Всемирной универсиады. Впервые в истории зимние игры принимает наша страна. Биатлон, хоккей, керлинг и еще 8 видов спорта. За высшие награды поборются больше 3000 спортивных делегатов из полусотни стран мира. Уверен, что каждому из вас эти дни запомнятся на всю жизнь. Подарят только самые радостные, добрые впечатления и обязательно войдут в историю мирового спорта яркой страницы. Именно такими стали и летняя универсиада в Казани, игры в Сочи, чемпионат мира по футболу, все крупные спортивные форумы, которые принимала Россия. Парад стран-участниц, история Сибири, путешествия по берегам Енисея, северное сияние и десятки народов Красноярского края. Сердце самой большой в мире страны. Так сегодня открывалась зимняя универсиада. В состав сборной России на студенческих играх вошли 25 татарстанских спортсменов. Поддержать их на открытие приехал Рустам Минниханов. Наши атлеты в лыжных гонках, сноуборде, фигурном катании, хоккее с шайбой и хоккее с мячом. Некоторые из них выйдут на старты уже завтра, и символично, что за медали они будут бороться под руководством Эдуарда Галеева из Заинска. Условия проживания прекрасные, команда в хорошем настроении, спортсмены, представляющие нашу республику, тоже в хорошем пребывании духа, настроены по-боевому. Завтра у нас стартует Кирпиченко Яна на 5 километров. Участниками игр в Красноярске стали и полсотни волонтеров из республики. Вообще, сейчас в Красноярске целая делегация из Татарстана, и вот их первые эмоции. Здесь на самом деле нас встречает весна, что сегодня 2 марта, а на улице по сравнению с Казани у нас здесь в Красноярске весна. В Красноярске принимают участие около 3000 спортсменов. В летней универсиаде в Казани это было около 13 тысяч. Тем не менее, красноярцы молодцы, они очень хорошо подготовились. Соревнования уже начались. Открытие прошло на высочайшем уровне, масштабно, интересно, зрелищно, новыми технологиями. Гордость вперед за страну. Студенческие игры будут идти 10 дней. Вторая в истории страны домашняя универсиада. Кажется, без победы не обойдется и в этот раз. Салават Мухаммадуллин, ТНВ, Красноярск. До Красноярска Рустам Минниханов посетил Тюменскую область. Здесь строится крупнейший нефтехимический комплекс России. Комплекс Запсибнефтехима группы «Сибур» развернулся на площади в 450 гектаров в городе Тобольске. С его введением в 2 раза увеличится российская мощность по полиэтилену и полипропилену. Президент Татарстана отметил, в рамках проекта выполнены те задачи, которые ставит сегодня Владимир Путин. Это создание высокотехнологичных рабочих мест, программа импортозамещения, выпуск экспортной продукции. Опыт работы в зимних условиях, привлечение 28 тысяч строителей. Это огромный коллектив, и все это организовать. И у них все получилось, поэтому я хотел бы поздравить наших коллег, компанию «Сибур», с столь крупным проектом.
Печальная новость. Сегодня на 89-м году жизни скончался Жарес Алферов. Он единственный физик, лауреат Нобелевской премии, проживавший в России. Его открытия легли в основу создания многих современных электронных устройств. Это лазеры, светодиоды, оптоволокно. Президент Татарстана направил телеграмму с соболезнованиями в Санкт-Петербургский научный центр Российской академии наук. Не только семья, родные и близкие, вся российская общественность понесла тяжелую, невосполнимую утрату, отметил Рустам Минниханов. Ушел из жизни выдающийся человек и блестящий ученый, внесший неоценимый вклад в мировую науку. Жарес Иванович навсегда останется в сердцах светлым, честным, принципиальным человеком. Напомним, в 2000 году Алферов получил Нобелевскую премию по физике за достижения в электронике. Физик был и активным политическим деятелем, и депутатом всех созывов Госдумы, начиная с 1995 года. Нобелевский лауреат несколько раз был и в Казани. В 2011-м он прочитал лекцию казанским студентам и преподавателям. Через год он стал гостем 20-го юбилейного международного симпозиума «Наноструктуры, физика и технологии». 3 года назад Жарес Алферов посетил Казань в рамках заседания консультативного научного совета фонда Сколково. Именно здесь он рассказал о главном своем жизненном девизе. Десятилетним мальчиком я прочитал замечательную книгу Вениамина Каверина «Два капитана». И всю последующую жизнь я следую принципу ее главного героя Сани Григорьева: бороться и искать, найти и не сдаваться. Жители сразу 3 общежитий Нижнекамска перестали получать счета за отопление и воду. Не потому, что не пользуются услугами, а потому, что хотели сделать как лучше и выгоднее. В итоге судебное разбирательство. Детали этой истории у Рамиля Галиуллина. Мы хотим платить, за коммунальные услуги, а у нас не берут эти деньги. В такой парадоксальной ситуации оказались жильцы 3 общежитий. На Студенческой 15 строители 4А и 4Б с октября перестали выставлять счета за ЖКО. Жильцы говорят, рано или поздно платить придется, но тогда придут неподъемные суммы. Нас в долги вогнали. Это за 4 месяца. Март будет 5-й месяц. Все в кредитах. Как жить? Зарплаты нам не платят большие. Как рассчитываться? В первую очередь, наверное, пенсионеры страдают. Вот сколько месяцев не приносит, платить мы не платим, а потом куда мы денемся? Где взять эти деньги, что они там с ума сходят совсем? Мы потребители, все, мы потребили, мы хотим заплатить напрямую. Нам не посредники, зачем нам? Посредником жильцы называют свое жилищно-коммунальное управление. Когда вступили в силу поправки в жилищный кодекс, позволяющие жителям многоквартирных домов заключать прямые договора с ресурсниками, жильцы написали заявление в Татэнерго и Водоканал. Его приняли, и в сентябре коммунальное управление получило нулевую платежку. Жильцы — квитанции на оплату. А в октябре они приходить перестали. Ресурсоснабжающие компании объяснили это тем, что жители общежитий не собственники, а пользователи. Для собственников тарифы те же самые, для нанимателей тарифы те же самые. Никак не разделяют законодатели эти 2 категории. Обязаны платить за коммунальные услуги на тех же условиях и те, и другие. Единственное, что им не понравилось, протокол общего собрания, он называется «собственников». А у нас он пользователи жилых помещений называется. Дело дошло до суда. Однако, пока ведутся тяжбы, коммунальный долг только растет. Сегодня он составляет более 3 миллионов рублей. В Татэнерго заявили, что от ситуации тоже не в восторге, но действуют в рамках закона. Данные общежития, они имеют статус временного жилья. И законодатель, я так думаю, что когда вносил поправки в жилищный кодекс, он же рассматривал всесторонние возможные ситуации, и поэтому он четко определил круг лиц, то есть именно собственников помещений, которые имеют право принимать такие решения. В ресурсной компании предложили следующий выход: собрать показания счетчиков и рассчитаться по платежкам у них в кассе. Расчет произведут здесь же. Рамиль Галиуллин, Наталья Лушникова, Евгений Лызаев, ТНВ, Нижнекамск. Напоминаю, в нашей редакции есть WhatsApp. Его номер 8 987 420 0101. Сообщения принимаем круглосуточно. Ваши новости, присланные фото и видео могут стать репортажами в наших выпусках. Ситуация не меняется. Сегодня в Казани снова госпитализировали семью с признаками отравления угарным газом. Это 41-летняя женщина и 2 детей. Все пострадавшие доставлены в городские больницы. Причины происшествия сейчас уточняются. Напомним, что это далеко не первое отравление газом в республике. Сотрудники МЧС предупреждают, самые распространенные источники угарного газа – это неисправные газовые приборы.
936 многоквартирных домов отремонтируют в республике в этом году. Об этом сегодня рассказал глава Минстроя Ирек Файзули. В программе капремонта примут участие 42 района Татарстана. Объем финансирования составит почти 6 миллиардов рублей. Также будут реализованы программы фонда газификации. Среди них обеспечение населения водой, восстановление уличного освещения, замена котлов в бюджетных учреждениях. Будет произведен переход на индивидуальные системы отопления. В рамках реализации программ капитального ремонта социально-культурной сферы и сельского хозяйства запланировано 14 программ. Позавчера вышел РКМ по капитальному ремонту школ. Это 159 объектов образования. Все заповедники страны должны иметь свою четкую границу и поставлены на кадастровый учет. Такое поручение в своем послании дал Владимир Путин. Сейчас руководство таких природных зон решает, как это реализовать, ведь на территории некоторых из них целые деревни, как, например, у нас в Раифе. Где заканчивается село и начинается лес, выяснял Ленар Гинатуллин. Буквально пару дней назад пару лосей приходила, до самых домов заповедника доходила. И кушали вот веточки молодых сосенок. Вячеслав Ямщиков уже привык к таким гостям. Вот уже 27 лет он работает и живет на территории Раифского участка Волжско-Камского заповедника. И каждый день, 24 часа в сутки, он отвечает за безопасность животных и следит за режимом на территории, чтобы сохранить заповедную природу. Вот такую живописную и богатую природу, как в Волжско-Камском заповеднике. Вообще в Татарстане около 30 природно-охранных зон общей площадью в 134 тысяч гектар. Согласен, цифра внушительная, но она составляет всего 2% от общей площади нашей республики. И также и по всей России. И теперь, чтобы сохранить экологию, в 2019 году национальных парков и заповедников станет в 2 раза больше. Их площадь увеличится на 2 миллиона гектаров. Львиную долю займет национальный парк Каталык, Республика Саха. В Алтайском крае появится первый национальный парк Тагул. А Челябинская область пополнится национальным парком Зигальга. И в Республике Дагестан на площади более 5000 гектар расположится национальный парк Самурский. В этом году по поручению Владимира Путина нужно определить границы охраняемых природных зон и поставить их на кадастровый учет. Такие задачи он поставил в ежегодном обращении к Федеральному собранию. В заповедниках возможен исключительно экологический туризм, без изъятия территорий, вырубок леса или капитального строительства. Надо, конечно, иметь в виду интересы людей, которые там проживают. Но надо это решать в комплексе. В Татарстане многое сделано в этом направлении, но есть над чем поработать. По новому законодательству на территории заповедников и нацпарков теперь не должны находиться населенные пункты и любое капитальное строительство, даже если эта инфраструктура необходима для работы заповедника. У нас поселок находится в центре Раифского участка. То есть это дополнительная нагрузка на заповедные экосистемы. А заповедная экосистема – это эталон, трогать который нельзя. И вот на этом эталоне появятся грязные отпечатки. Вот чем это грозит в первую очередь. По поручению президента будут применены поправки в этом законопроекте и по другим вопросам экологии. Так, в Татарстане уже только в прошлом месяце были открыты 3 государственных природно-зоологических заказников регионального значения – Черемшанский, Шорский и Нократ. Ленар Гинатуллин, Игорь Романов, ТНВ, Зеленодольский район. Трогать, гладить и кормить не разрешается. В Казани с начала года зафиксировано уже 4 случая укуса животными в контактных зоопарках. Обращение от пострадавших поступает в Роспотребнадзор. Обезьяны, лошади, еноты и декоративные крысы кусают или царапают в основном детей. Им всем провели экстренную вакцинацию. После инцидентов Роспотребнадзор обнаружил нарушения в 5 контактных зоопарках города. На животных нет ветеринарных сертификатов и справок об отсутствии инфекционных заболеваний. По советам специалистов, чтобы избежать риска заразиться инфекцией, любой контакт с животными лучше исключить. Вместо черной мантии спортивный костюм, вместо молотка лыжные палки. Сегодня все судьи республики встали на лыжню. В Заинском районе они преодолевали дистанции, делились зарядом бодрости. Зарина Ахметова понаблюдала за спортивным мастерством слуг правосудия. Судить – это их работа, но сегодня судят их, а точнее их спортивные навыки. На этой лыжне только работники правосудия. За победой они приехали со всей республики. Много слышали о вашей трассе. Здесь очень здорово, нам очень понравилось. Действительно, лыжная трасса федерального значения. На таких трассах мы еще не катались. Очень приятно. Приехали выигрывать.
не просто участвовать. Здесь 135 служителей Фемиды. Это команда Верховного, районных и городских судов республики. Для каждой категории своя дистанция. Женщинам 1 километр, а сильному полу 2. Лыжами занималась в школе. На самом деле было это, правда, давно, но вот появилась отличная возможность, чтобы вспомнить, как это происходило. Трасса хорошая, мне понравилось. Особо нет ни подъемов, ни спусков страшных. Для таких любителей, как я, можно было спокойно ехать. Правда, утяжеляет, что снег липкий. Если лыжи не смазаны, то тяжело было двигаться. А смазывают они лыжи уже 7-й год подряд. Гонки у судей уже стали традицией. Спортивные встречи и здоровье укрепляют и коллектив. Я считаю, что такие мероприятия, они нужны для того, чтобы объединять коллективы, для того, чтобы люди с друг другом знакомились. Ну и, естественно, это вот праздник самый настоящий. Победителей оказалось 2. Это команда судей из Челнов и Тукаевского района. 2 место Вахитовский суд Казани и Тюлечинского района. 3 Верховный суд республики. Зарина Ахметова, Аделя Бурганова, Игорь Майоров, ТНВ, Заинский район. После таких соревнований им точно не грозит новый налог. В стране до сих пор обсуждают новую инициативу. На этот раз налог на размер живота. Подобное уже есть в Японии, закон Метаба. Мужской охват 85, женский 90, не более. Правда ли это и как это может работать в России? Про безопасный охват Лилия Кашфарова. Вдох глубокий, руки шире, не спешить. 3-4, бодрость духа, грации и пластика. Возраст 25, рост 191, вес 120. А вот еще килограммы: бронза, золото и серебро. Их 4,5 килограмма. Занимался греблей, теперь отгребают от него. Юрист. За компанией миллион дел, но вот живот большой, попадает под санкции. В обхват 132 сантиметра. Я всегда был большой, но при этом я был очень сухой. То есть я был широкоплечий красавчик. Я сейчас тоже красавчик, но полный. Полный красавчик в России каждый 3-й, в Японии 3 из 100. Работает закон Метаба. Женский охват 90, мужской 85. И Россия хочется, только люди у нас большие и в высоту, и в ширину. Как вы представляете, что люди, процентов 90 из которых стали намного больше, чем 90 сантиметров, будут принимать закон против себя же? Я думаю, это здесь у нас не сработает точно. Да и у нас холоднее. Холоднее, да нет дыма без огня. В интернете обсуждают, Росздравнадзор не комментирует. А вопросов все больше. А генетика, а здоровье, а беременность. Человек работает с тяжелой физической нагрузкой. У него может быть обхват живота такой же, как у человека с чрезмерной массой тела. В России это работать вообще не будет. Никогда в жизни. Нашему государству нужно в первую очередь о чем-то другом подумать, чем об обхватах живота. С каким животом ходить, это его личное решение самого. Ну, конечно, себя лучше держать в форме. Без паники, не бывает плохих обхватов, бывают плохие законы. Да и в Японии это не штраф и не налог, а лишь обязательный пункт при медосмотре. И то лишь 40 до 75 лет. Действует в Японии, но готовится и в России. У меня в итоге 93. У меня 88. У меня 60. Надо бы набрать. Говорят, хорошего человека должно быть много. А пока народ измеряет свои животы и ждет. А какой же налог будет следующим? Лилия Кашфарова, Андрей Сентальцев, Ринат Сафин, ТНВ, Казань. Если по старорусской традиции на Масленицу сжигают чучело, то они жгут резину. Сегодня в первый весенний уикенд казанские байкеры проводили зиму мотомасленицей. Адреналин заездов испытал и Рамиль Галиулин. Рев мотора и сложная трасса. Так сегодня казанские байкеры провожают зиму 2019. Один из первых на старте Валерий Назаров. Свою 100-килограммовую Кавасаки к заезду готовил основательно. Прошел опасные виражи и километры дистанции быстрее всех. Надо больше заниматься любимым делом, и все будет. Профессионалов на трассе сменяют начинающие гонщики подросткового клуба. Кирилл Петров в свои 13 уже умеет собирать мотоцикл. Любовь к двухколесному транспорту привили родители. Когда я вырасту, я хочу тоже купить себе мотоцикл кроссовый, быть похожим на папу, на дедушку, на брата. Не только посмотреть, но и поучаствовать. Весь экстрим сегодняшнего шоу мы решили опробовать на себе. Например, прокатиться вот на таком раритетном К-750. Ему уже более полувека. Сегодня на старте как профи, так и любители. Всего около 20 гонщиков. Соревновались на питбайках, квадроциклах, мотоциклах с коляской и кроссовых байках.
знаете как, это переходящий с зимнего мотосезона на летний мотосезон. Потому что кто гоняет зимой на мотоциклах, они сейчас уже будет грязь, они оставляют эти мотоциклы, переделывают и готовятся к лету. Сегодня занятия по вкусу мог найти каждый. Быть активным участником праздничной программы, пострелять из лука и продегустировать блины. А кто-то решил поддержать атмосферу народными платьями. Мы пришли сегодня на мотомасленицу, ну, соответственно, решили одеться, как именно на масленицу бывает. Главное, атмосфера тут очень такая прям бодрящая. Пришли всей семьей, у нас там сын еще бегает. Вот, погода супер, настроение тоже отличное. Байкеры провожают зиму мотомасленицей уже 7-й год подряд. Ежегодно праздник набирает обороты. Рамиль Галиуллин, Алмаз Зейдинов, ТНВ, Казань. Самые яркие красочные события недели в нашей традиционной рубрике «В сети». Всем привет! Наконец-то наступила весна. Ну, по крайней мере, по календарю. На улице, конечно, весной не особо пахнет, но думаю, что уже совсем скоро снег весь растает, будет тепло и красиво. А пока отложим свои смартфоны в сторону и прогуляемся по забавным и популярным новостям Рунета. Это рубрика «В сети». Начнем! Для начала вот такая вот фотофантазия от казанского пользователя, видимо, фаната киновселенной Марвел. Это герой древа, который говорит только одну фразу «Я есть Грут». А в казанской версии он будет говорить «Я есть дворец земледельцев». Перенесемся в Альметьевск. Именно там было замечено самое нелепое ограбление. Продавщицы в этот момент проснулся Вин Дизель или Сильвестр Сталлоне. Бам-бам-бам! Парень еще такой интересный. Не получилось и просто выбежал и пошел дальше. Видимо, в другой магазин. Причем она не просто его выгнала, еще погналась за ним и вместе с одним из посетителей задержала его до приезда полиции. Ну прям героиня, молодец! Теперь, прежде чем грабить, пару раз подумаешь. Думаю, надо этой продавщице организовать мастер-классы по тому, как выкидывать грабителей из магазина. Супер продавщица. Пока в Альметьевске грабят магазины, в другом городе полицейские развлекаются как могут. Прям не по-детски. Видимо, решили устроить свой День Нептуна. Интересно, какой там диалог был? Ох, сейчас машину домоем и тоже душ приму. На, помойся. Причем пользователи утверждают, что это видео из набережных Челнов. Ну да. Только татарстанцы могут на серьезной службе веселиться. На этой неделе также стало популярным видео и до сих пор активно обсуждается в сети. Это выступление Рустама Минниханова, в котором он говорил о низкой рождаемости в республике и обратился к Ильсуру Медшину с претензией. Не видно, Ильсур Раевич, не видно. Личным примером мэр должен показать. Откуда у нас демография будет? Надо уговорить наших женщин, чтобы они... Все правильно, на личном примере надо показывать, как и что там делать надо. Ведь самое главное, как подчеркнул президент... Мужики-то не откажутся, главное уговорить женщин. Так что татарстанцы, как говорится, вперед и с песней. А сейчас более подробнее о неделе Рустама Минниханова в нашей традиционной рубрике «В сети с президентом». Ну, во-первых, вчера, в первый день весны у Рустама Минниханова был день рождения. Ура! Поздравляем! Тут у нас есть и ролик с поздравлениями от жителей. И есть еще ролик от молодежи республики под названием «Что значит быть по-настоящему крутым?». Рустам Нургалиевич, а можно нам, чтобы быть крутыми, хотя бы не в 5 утра вставать? Спасибо за пример, на который хочется равняться. С днем рождения, наш президент. Ну и мы от всей души поздравляем вас, Рустам Нургалиевич, с днем рождения. Думаю, все помнят про тигренка, которого изъяли у наркоторговцев из набережных Челнов. Так вот, этого тигренка по имени Луна привезли в наш казанский зоопарк по решению президента. О чем, собственно, он и выложил видео в свой Инстаграм. 1 марта – это не только начало весны, не только день рождения нашего президента. Это еще и день кошек в России. Да-да, день кошечек, день котиков. И совместно с Яндекс мы собрали самые популярные запросы про котиков. Например, почему кошки мурлыкают, или почему нельзя смотреть кошкам в глаза, или почему коты боятся огурцов. Уверен, вы сейчас тоже задумались над этими вопросами. Ну и, конечно же, несколько веселых мемов про наших любимых котиков.
А сейчас топ-тем, которыми больше всего интересовались татарстанцы на этой неделе в Яндексе. На первом месте поздравления с 23 февраля. Ну, уже не актуально, сказали все девушки. Ждем 8 марта. Дальше у нас идет премьера мультфильма «Как приручить дракона». А завершает топ-3 кинокартина «Зеленая книга». Именно он получил «Оскар» за лучший фильм. На этом сегодня все. Выкладывайте фотографии, видео, различные сторис. Будьте активны в социальных сетях. И мы встретимся с вами в сети. Пока! И на этом наш субботний выпуск завершен. Увидимся в 21:30. Хорошего выходного вечера. Приглашаем в город Уфа на крупнейшие отраслевые события, международную выставку «Агрокомплекс» и агропромышленный форум. Новые технологии и оборудование от лидеров отрасли. Профессиональная деловая программа. 12-15 марта. ВДНХ «Экспо Уфа». Японский Datsun доступен по льготной государственной программе. До конца марта в автоцентре «Марка Казань» Datsun от 369 тысяч рублей. Звоните 4 пятерки 3 семерки. А это Суанаса, водяная. Ведьма, которая живет в озере. Верни нашу маму! Водяная. Суанаса. В кинотеатрах России с 14 марта. Ноги прочь! Мы же все пропустим! Куда ты нас тащишь? Теперь у нас и здесь телевизор. Подключите второй телевизор по минимальной цене и смотрите те же каналы, что и на первом. Рекомендация опытных телезрителей. Смотри, не переплачивай. Belkada tunlar bilan xo'shlashalar. Bori tek birgina otna barliq mex ishlanmalarga 50%ga qadar toshlama. Belka, Tataristan jidi. Страховая компания «Чулпан» поздравляет всех женщин с Международным женским днем. Желаем любви, тепла, добра и понимания. В канун праздника предлагаем женщинам выгодную акцию для милых дам. Подробности на сайте компании и горячей линии. Здравствуйте! В воскресенье заметно подморозит, но также местами будут наблюдаться осадки. Более подробнее о погоде после небольшой информации. Хотите качественную и недорогую кухню по вашим размерам? Данил Мастер исполнит ваше желание. Успейте заказать со скидкой 20%. Danil-master.rf. Телефон 2 167 166. По данным сервиса Яндекс.Погода, на юго-востоке в Бугульме, Бавлы, Азнакаево облачная погода с прояснениями и около 8 мороза. На северо-востоке, Нижнекамске, Набережных Челнах, Елабуге синоптики обещают минус 9, переменная облачность и местами снег. На севере Татарстана, Мензелинске, Агрызе, Менделеевске будет пасмурно и около 7 градусов. На северо-западе 3 марта будет облачная погода с прояснениями, местами со снегом. На юго-западе, в Болгаре, в Буинске, Держаном столбики термометров покажут минус 6, минус 8, пасмурная погода со снегом. В центральных районах, в Чистополе, Альметьевске, Мамадыше переменная облачность около 9 градусов со знаком минус. В последующие дни существенных изменений в погоде не ожидается. Торговый дом «Агрозапчасть М» предлагает запчасти к тракторам, комбайнам и другой сельхозтехнике. Это оригинальные запчасти, доставленные с заводов-изготовителей по выгодным ценам. Торговый дом «Агрозапчасть М» готов стать вашим надежным партнером. Ваш железный помощник трактор сломался и работа простаивает? Спешите к нам! Запчасти к тракторам, комбайнам и другой сельхозтехнике по выгодным ценам. В торговом доме «Агрозапчасть М». Телефон в Набережных Челнах 53 70 80. В Казани облачная погода с прояснениями, временами снег. Дневные температуры минус 7, минус 9. Ветер северо-западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Влажность воздуха 77%. Ожидается небольшая магнитная буря. Берегите себя. О погоде все. В студии была Лейла Латыпова. Хороших выходных в кругу близких. До свидания.